Спорный вопрос. Мусульманская аналитическая программа. Ассаламу алейкум, друзья! Священный месяц Рамазан продолжается, и по-прежнему актуальным и спорным вопросом остается вопрос о размере фитр-садака, который мусульмане должны жертвовать до окончания этого периода. С нами в студии находится заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов. Ассаламу алейкум, Айдер Уджа. Ва алейкум салям ва рахматуллах. Давайте вкратце введем слушателей в понятие фитр-садака. Что же это такое? Фитр переводится с арабского языка как сотворение, естество. Садака – это милостыня. Фитр-садака – это милостыня, которую человек выплачивает в знак благодарности Всевышнему за то, что он его сотворил, даровал ему жизнь. Таким образом, человек более-менее состоятельный должен выплатить эту милостыню и поблагодарить Всевышнего за сотворение себя и тех людей, которые находятся на его иждивении, то есть это дети или же другие люди, попечительство за которыми находится на нем. В этом году муфтиат Крыма установил сумму в 230 рублей. Скажите, как появилась эта сумма, по каким критериям? В наше время, в современное время, почти все духовные управления, они определяют какую-то определенную сумму, которая соответствует уровню жизни мусульман, которые проживают в том или ином регионе. Мы, как Духовное управление мусульман Крыма, используем одну из двух современных методик, которые предлагают современные мусульманские ученые. Первое – это взять общее кратное стоимости всех продуктов, которые обозначены в хадисе нашего любимого пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. И второй метод, он основывается на взятии прожиточного суточного минимума. Так вот, согласно этому второму мнению, а оно также упоминается имамом Аш-Шафии в его монументальном труде «Аль-Ум», там говорится, или же он предлагает как один из вариантов, что можно было бы взять один суточный прожиточный минимум, и именно когда посланник Аллаха определял количество продуктов, которые должны быть выплачены в качестве фитр-садака, именно это имелось в виду. Поэтому советуется взять ту сумму, на которую человек достойно сможет питаться или прожить вот один день. Но нам больше импонирует второй вариант. Но, в принципе, они очень близки. То есть там разница в подсчетах примерно рублей 20-30, может быть. Поэтому 230 рублей, скажем, это минимальная сумма, ниже которой опускаться нецелесообразно. То есть это не будет соответствовать именно смыслу фитр-садака. Наверное, следует здесь также оговорить хадисы, чтобы было понятно, что смыслом хадисов мы остаемся верны, и мусульманские ученые, которые переосмысливают саму методику выплаты или же пересчета фитр-садака, количество фитр-садака, они остаются верны именно тем заповедям, которые пророк нам оставил. А именно, например, посланник Аллаха приказал нам фитр, чтобы очистить постящихся от ненужных и некрасивых поступков, и чтобы беднякам было что есть, что кушать. Да? То есть здесь, во-первых, мы понимаем, что фитр-садака обязательно нужно выплачивать, а во-вторых, мы понимаем, что за основу берется угощение, продукты питания и вообще питание в течение суток людей, в основном бедных людей. То есть нужно дать столько, чтобы человек смог прокормиться на эту сумму.
Я еще чуть позже вернусь к этому. И у нас есть один из базовых хадисов именно в ханефитском мазхабе, который используется. Это от Саида аль-Худри, сподвижника, который говорит: во времена пророка мы выплачивали фитр из продуктов питания в количестве 1 са. Тогда мы потребляли в пищу ячмень, изюм, финики и сыр. Имеется в виду обезжиренный сыр. Вот. Также в других хадисах еще упоминается наряду с ячменем пшеница еще. 5 продуктов питания. Здесь мы видим, что сподвижник говорит, это то, что мы потребляли в пищу, то есть то, что в обиходе у людей было. Соответственно, есть еще некоторые ученые, которые говорят, что можно взять то, чем люди больше всего питаются в той или иной местности, например. В Крыму, например, картошку потребляют, там рис потребляют, там, может быть, еще что-нибудь подобное, там чечевицу где-то, в Турции, например, много едят. Например, вот эти моменты тоже можно взять за основу. Говорят, есть такое мнение. Но если оставаться именно верным тем продуктам питания, которые были упомянуты в хадисе, хотя если посланник Аллаха жил бы не в Аравийской пустыне, где финики потребляют, например, в Крыму мы никогда финики не потребляли, в советское время, скажем так, и так далее. То есть такой продукт вообще распространен не был, по сути дела, то, конечно, это мнение тоже имеет право на существование вообще, по сути дела. А с другой стороны, пшеница и финики упоминаются вместе. Наверное, цена в то время была практически одинаковая, и ячменя в том числе, потому что в Саудовской Аравии, в песках, 1400 лет назад, подумайте, как человек мог вырастить пшеницу, ячмень? Это был эксклюзивный продукт, или же дорогостоящий на то время, как сейчас для нас финики, например, поэтому цена у них была практически одинаковая. И именно исходя из этого в ханефитском мазхабе говорится, что если человек выплачивает фитр садака, беря за основу пшеницу, то уже не 1 са, а пол са. То есть наполовину меньше, потому что пшеница в то время была дорогостоящим продуктом. Чтобы разъяснить небольшой момент, что такое са? Чему он равен? Са равен 4 муддам. Не в свою очередь? 1 муд равен 2 хафне. Хафне – это пригоршня. Пригоршня, да. Муд – это 2 пригоршни. Это уже как вместе. охапка, Охапка, да, такая пригоршня. Полная, чего-либо. Соответственно, 4 пригоршни, 4 муда – это 1 са. Поэтому са – это мера объема, это не мера веса, нужно понимать. Поэтому, когда говорится примерно 3 килограмма, это означает, что ученые пересчитали это уже на современные меры и меры веса, и для большей легкости. Поэтому это сравнительная величина, скажем так. Конечно, понятно, что если в мудах мерить, например, пшеницу, ячмень или же финики, то вес будет разный. То есть вес, скажем, одной пригоршни фиников будет отличаться от веса пшеницы и ячменя. И даже между пшеницами различного качества этот вес будет разниться. Конечно, там влажность, наверное, влияет, когда плотность, величина зерна, например, и так далее, и тому подобное. Поэтому это примерно, но 3 килограмма это приемлемая, нормальная цифра, которая даже превышает, скажем так, 4 муда, 4 пригоршни человека, даже крупного довольно-таки. Там примерно 2 800, примерно выходит. Поэтому в пользу бедных мусульманские ученые, чуть-чуть увеличив и округлив эту сумму, произносят, в принципе, все нормально. Таким образом, мы берем примерно 1 са, то есть 3 килограмма ячменя, фиников, обезжиренного сыра и изюма,
в соответствии с хадисом Саида аль-Худри, высчитываем, складываем и делим. То есть и получается у нас вот сумма в 230 рублей, даже если мы не берем самые качественные из этих продуктов. Да? То есть чуть ниже среднего примерно цену мы взяли на рынке, и Совет по фетвам Духовного управления мусульман Крыма вот определил эту цифру. Необходимо отметить, что мы, когда думаем о милостыне, о выплате, мы должны все-таки руководствоваться интересом бедных людей, а не своего кармана. То есть, что такое 1 са, 3 килограмма ячменя, или же, согласно ханафитскому мазхабу, 1,5 килограмма, то есть полса пшеницы. То есть пшеница сколько? 30 рублей килограмм. То есть мы считаем, что человеку зажиточному будет правильным выплатить обязательную милостыню, чтобы обрадовать бедняка на праздник, чтобы он накрыл стол себе, семье, выплатить ему советуем 45 рублей, или же 60 рублей, или 70 рублей. Но, то есть, я думаю, что это не по совести будет, это не соответствует именно той цели, которую пророк хотел достичь, или же той цели, которую шариат вложил именно в фитр садака. То есть Всевышний Аллах и его пророк не имели в виду унижение бедняка путем подачки ему 45 рублей. Или что-то соответствующее этому, да? То есть они хотели, чтобы человек тем самым обрадовался, и что-то у него появилось на столе. Поэтому, да, в то время люди мололи муку там сами, дома, и потом пекли из нее хлеб. Да, из 3 килограмм ячменя можно было как бы довольно неплохо, скажем, испечь хлеб, немало, да, и насытить, скажем, людей, членов семьи. Но в наше время, нашему уровню жизни это не соответствует, ведь мы же сами дома, вот если говорить о людях с нормальным достатком, мы же ячмень дома сами, скажем, не превращаем в муку и не печем хлеб, да, и не только хлеб мы едим за столом. Поэтому в этом отношении нужно, когда мы осмысливаем хадисы, стараемся понимать ислам, мы должны делать сноску на разницу в 1400 лет. Мы должны делать сноску на разницу в условиях жизни, на разницу в климатических условиях, на разницу в быту, в традициях. И уже когда мы будем интерпретировать эти хадисы, когда мы будем, скажем, применять их в жизнь уже в современном обществе, если мы будем понимать с учетом всех вот этих вот региональных особенностей, то у нас будет правильное, объективное понимание. И, соответственно, мы будем удовлетворять потребность людей, и вот это веление шариата, оно будет удовлетворять потребностям людей. Тогда ислам, он действительно будет жить в обществе. А если мы будем просто копировать выкладки прежних ученых, которые для своего времени они сказали правильно, да, но когда мы просто копируем их путем ксерокопии, мы переносим их через тысячелетия, через века и пытаемся применить в нашем обществе, и они не соответствуют потребностям, а иногда и бывают просто смешными, то есть люди оскорбляются иногда и просто недоумевают, а разве ислам это приказал? Нет. Ислам
приказал намного другое, просто мы не смогли это перенести через века и современным языком донести до людей. Или же мы не смогли преломить это через призму, скажем, условий жизни, через призму современности и уже жизнеспособно это предложить людям. Поэтому проблема все-таки в нас, в мусульманах, а в основном, наверное, в людях, которые занимаются профессионально изучением ислама. И, в принципе, вот проблемы или же отсталость исламского общества в науке, в технике и так далее, на которую сетуют, например, мусульмане сами зачастую, она кроется именно в этом. В недостаточном осмыслении исламского наследия при переносе его в современность. Вот это все моменты, которые мы должны учитывать, и учителя духовного управления, они все это учитывают, когда выносят фетвы, когда высчитывают те или иные, скажем, количественные понятия. Поэтому мусульмане Крыма со спокойным сердцем, что эти фетвы, они соответствуют и текстам хадисов, а я сейчас их зачитал, да, и также соответствуют условиям нашей жизни, они должны доверять и претворять. Ну, стоит только добавить, что как раз вот именно тот самый буквализм, про который мы с вами говорили выше, да, как раз и рождает спорные вопросы. Почему как раз и в обществе складывается мнение, ученые же говорили так, а вы говорили так, поэтому вот как раз вот то, что вы как раз и говорили, да. Да, совершенно верно. Еще хадисы или же аяты необходимо читать, опускаясь к их сути, понимая их смысл. А почему Творец так сказал, или почему пророк ислама так сказал. Не просто вот буквальный формалистский подход, а, например, если брать во внимание фитр садака, то мы хотим обрадовать бедного человека, да, и обогатить его праздничный стол. Ну, тогда это нужно сделать так, чтобы эта цель осуществилась. Но она не осуществляется 30 или 50 рублями, да, вот. Поэтому буквалистский подход, даже, например, во многих вопросах, не только в фитр садака, определение начала лунных месяцев, о чем мы говорили, например, расстояние, на которое может отправиться женщина одна в путь, да, вот, и многие другие вопросы, конечно, связаны с правильностью подходов, вот, и пониманию сути данных предписаний. И которые нам еще следует обсудить в будущем. Иншаллах, да. По фитр садака еще хочется отметить то, что он предписан не всем мусульманам, а людям с достатком. То есть фитр садака – это родственное зекяту поклонение. Зекят. Поэтому фитр садака должны давать люди богатые. А давайте введем понятие, кто такие богатые люди, получается, в исламе, кем они являются? С точки зрения ислама, богатый человек – это тот, у которого есть все необходимые нужды для достойной жизни. Это дом, это домашняя утварь, это продуктов питания на месяц, а по мнению некоторых ученых даже на год. Это средства передвижения и инструменты для работы. То есть те необходимые вещи, которые нужны ему для зарабатывания денег и кормления своей семьи. Вот это хаваиджи аслие, необходимые повседневные нужды человека. Это раз. И плюс к этому у него должно быть денег, эквивалентных примерно 80 грамм золота. То есть вот если человек имеет вот такое количество имущества, то он считается богатым. Примерно 80 грамм золота, это соответствует примерно 216 тысячам рублей. Это получается те деньги, которые есть у человека дополнительно. То есть под подушкой у него лежат, в банке лежат. Вот этот человек считается богатым.
с точки зрения ислама, он должен выплачивать зекят по прошествии года. Вот. А фитр садака он уже должен выплачивать сразу. То есть ему, вот человеку, который обладает таким количеством имущества, выплачивать фитр садака, как только он начал им обладать, является обязательным. Поэтому иногда люди обращаются, а мы бедные, мол, вот мы живем на пенсию, там 2 пенсионера, бабушка, дедушка и так далее, нам тяжело, а вам и не надо выплачивать фитр садака. Всевышний вам не предписал это выплачивать. Вы должны получать фитр садака. Не вы должны давать, а вам должны давать. Вот в этом вся разница. Поэтому мы не можем уменьшить количество фитр садака, чтобы удовлетворить, скажем, желание выплачивать его бедных людей. Нет. Фитр садака – это милостыня, которую обязательно выплачивать людям богатым. Поэтому в ущерб цели мы не можем уменьшать количество. Вот этот момент, то есть суть фитр садака, его функциональную особенность необходимо понимать правильно, и тогда у нас отношение тоже к данному поклонению будет правильным. Давайте вкратце еще расскажем, куда лучше нести фитр садака, где его лучше и кому его лучше давать. То есть помимо мечети, да, то есть, допустим, мечеть, я так понимаю, последняя инстанция, куда нужно его отдавать. Фитр садака можно выплачивать в мечети, то есть, например, можно отдать местной религиозной организации, которая передаст его на нужды бедным, нуждающимся людям. Также можно принести в духовное управление. Мы, например, передаем это тяжелобольным детям, то есть они тоже относятся к классу нуждающихся людей. Вот. Фитр садака должны пойти бедным, нуждающимся людям. Вот. Это основное предназначение, поэтому использовать на строительство мечети, на ремонт и так далее нельзя фитр садака. Кроме того, еще нужно сказать, что фитр садака, согласно ханафитскому мазхабу, можно начать выплачивать с первого дня Рамазана и до совершения праздничной молитвы. То есть уже фитр садака должен быть выплачен. Если человек не успел по каким-то причинам, вот, то даже после праздничной молитвы он в виде каза, как бы все равно возмещение, он фитр садака должен дать, но вознаграждение саваба, конечно, будет меньше. Осталось только пожелать всем мусульманам полуострова и нам с вами, чтобы Всевышний принял наши поклонения и пожертвования. Спасибо, Айдар Раджа. Ну а с вами я прощаюсь. Присылайте ваши вопросы на наши медиа-источники Муфтията Крыма. Ассаламу алейкум. Спорный вопрос. Мусульманская аналитическая программа.